Делегация компании «Роснефть» во главе с гендиректором Павлом Оливинским прибыла в Ингушетию с рабочим визитом. На расширенном совещании с главой республики энергетики обсудили вопросы исполнения постановления правительства страны. Документ регулирует даты и сроки покупки электроэнергии на оптовом рынке для регионов СКФО до 1 января 2027 года. В каждом регионе Северного Кавказа разработан индивидуальный план, необходимый для выполнения поручения. По итогам сегодняшнего совещания между Россети и руководством Ингушетии достигнута договоренность, исполнение которых поможет понизить издержки на покупку электроэнергии в республике и улучшить финансово-экономическое состояние Ингушэнерго. Это комплекс мероприятий, программа снижения потерь разработана. Это вложение в течение до 2022 года порядка 1,2 миллиарда рублей. Согласованы в планах развития компании. 700 миллионов уже выделено на данные работы, целью которых уменьшение уровня потерь с 29, фактически 30% до 19, целевой показатель на 2023 год. Для нас главная договоренность сегодня это, конечно, 4 числа сюда в республике зайдет довольно серьезная группа по аудиту всего электросетевого хозяйства республики. Мы это берем по опыту в республике Дагестан, там такая работа проведена. После аудита, это в течение месяца это будет происходить, мы увидим, какие есть плюсы и минусы, в том числе, где у нас есть провалы в сетях, изношенности в сетях, по обслуживанию, по технике. И все эти проблемы уже вынесем на суд уже Павла Анатольевича. После этого будет принято решение, где, в каких направлениях точно республике помочь. Это первое. Ну и второе, конечно, это вопросы передачи того электросетевого хозяйства, которое сегодня находится на балансе Республики Ингушетия, потому что нам содержать довольно сложно это все, и подстанции и так далее. И у нас есть ряд направлений, те же подстанции, которые построены были еще до 2007-2008 года, которые в своем большинстве они даже и не работают. И наша задача сегодня вот эти подстанции договориться, передать каким-то образом, как это может быть, где-то безвозмездно, где-то за счет погашения долгов, которые у нас сегодня есть, где-то за счет того, что деньги, которые стоят эти подстанции или другое электросетевое хозяйство, вернутся в республику в виде инвестиций по развитию, опять же, направления имущества Россетей. То есть вот мы сейчас эту форму тоже прорабатываем, как это все передать.